В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Дарья Кровенкова. Добрый вечер. В начале коротко о темах. Ледовая переправа Кангалас-Сотинцы открыта. Движение через Лену разрешено для транспорта весом до 20 тонн. В местности Даркалах утонул автомобиль. Жертвами происшествия стали 2 человек, в том числе несовершеннолетние. Узнаем подробности об обстоятельствах этой страшной аварии. Пока Якутск отдыхает, медики остаются на посту. Поликлиники города подготовили специальное расписание на все каникулы. Учеба и воспитание детей – вызов, который в Якутске принимают с заботой. В университете города открылась уже 2-я комната кратковременного пребывания для детей и студентов. Волонтеры района показывают пример сплоченности, а творческие коллективы организуют масштабные акции. В Неринке прошел новогодний благотворительный концерт. В Якутии открыт автозимник Кангаласа-Сотинцы через реку Лену. По данным Управления автомобильных дорог республики, максимально допустимая масса транспортных средств для проезда по данному зимнику составляет 20 тонн. На переправе работает круглосуточный весовой контроль. На переправе Хатас и Павловск увеличили грузоподъемность до 40 тонн с сегодняшнего дня на ледовом автозимнике через Лену. Как сообщает Минтранс Якутии, решение принято после замера толщины льда. Для безопасности на маршруте установлены камеры и круглосуточные пункты весового контроля. Водители призывают строго соблюдать знаки и держать дистанцию не менее 70 метров. В прошлую субботу республику поразила страшная весть. Машина в местности Даркалах провалилась под лед. Трагедия унесла жизни 2 людей, в том числе ребенка. Подробности в следующем сюжете. Для спасателей никаких красных дней календаря не существует. Новый год или 9 мая, в любую дату они обязаны нести свою важную миссию. К сожалению, 27 декабря это правило нашло подтверждение. В профессиональный праздник спасателей такси, пытаясь пересечь Лену по несанкционированной переправе, ушло под лед. 4, которые находились на крыше машины, сняли спасатели службы спасения Якутии. Одного, нашли мертвым чуть ниже от места, где провалилась машина. Чтобы прийти на помощь людям, которые почти час простояли в ледяной воде, специалисты проявили недюжинную смелость и смекалку. Ведь плавсредств под рукой не было, уже не сезон. Да и никаких методичек по спасению в таких экстремальных условиях нет. Поэтому оставалось полагаться только на изобретательность. По льду скатили на крышу машины 3-колейную лестницу. И вот по ней, кое-где проваливались, кое-где это, и, быстро эвакуировали вот этих 4 человек. От шока пострадавшие едва могли говорить. Но из слов водителя стало понятно, что в автомобиле остался еще человек. Чтобы достать машину из воды, к работе приступили водолазы. Сильное течение, почти 50-градусный мороз, постоянно мерзнущее снаряжение. Препятствий было с лихвой. Лишь на 3-й спуск операцию удалось завершить успешно. Водолаз находился под водой около 30 минут, боролся с течением. И все-таки у Николая Виталия Олеговича получилось зацепить машину, зацепил за за буксировочный крюк, и после этого была машина вытащена на берег. С поднятием такси из воды представилась душераздирающая картина. Труп девочки, которой не удалось выбраться из ледяного плена. Самостоятельно спастись получилось у другого пассажира, Егора Евловского, члена сборной Якутии по вольной борьбе. В мокрой одежде молодой человек пробежал около километра, чтобы вызвать службу спасения. Герой, просто герой. Это очень большую силу духа надо иметь. Егор от амбулаторного лечения отказался. Другие 4 пострадавших сейчас находятся в ожоговом центре Якутска. Все пациенты были с признаками холодовой травмы. 4 были госпитализированы в тяжелом состоянии в отделении реанимации. Вся необходимая медицинская помощь, которая регламентирована клиническими рекомендациями, была оказана. Также была проведена медико-психологическая консультация всем пострадавшим. На сегодняшний момент все пациенты стабильны. Следком Якутии возбудил уголовное дело. Детали трагедии предстоит выяснить. Но уже очевидно, находясь на льду, нельзя позволить себе быть невнимательным. Ведь никакое сэкономленное время не стоит человеческой жизни. Ржена Гармаева, Элита Махно, Якутск.
Коммунальные службы Якутии в период новогодних праздников переведены на режим повышенной готовности. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Вячеслав Емельянов. По его словам, ресурсоснабжающие организации готовы оперативно реагировать на возможные технологические сбои и аварийные ситуации, в том числе в муниципальных районах. Министерство ЖКХ и энергетики Якутии организует круглосуточное дежурство с раннего утра 31 декабря и до начала первой рабочей недели 2026 года. Сейчас крайние дни, финансовые дни, которые нам очень важны для окончательных расчетов с поставщиками топливно-энергетических ресурсов, с перевозчиками. Пользуясь моментом, хотелось бы попросить глав муниципальных образований принять дополнительные меры, ну и потребителей попросить, чтобы оплатили за потребленные коммунальные ресурсы. С наступающим Новым годом! Желаю спокойных выходных, в семейном кругу, в кругу друзей. Якутия чествует своих пожарных. 29 декабря в республике торжественно отмечают 208-ю годовщину со дня образования пожарной охраны. С какими показателями завершают уходящий год специалисты противопожарной службы, узнаем далее. В текущем году в республике отмечается снижение количества пожаров по сравнению с показателем прошлого года на 2%. В огне погиб 61 человек и 73 человека получили травмы. Достигнуты целевые показатели информирования населения о пожарах. Удалось добиться снижения гибели на пожарах, в том числе гибели детей, проверки подразделений, выезды в удаленные населенные пункты. Буквально на прошлой неделе мы вернулись с Верхневилюйского района, посетили Вилюйский район, Горный район. Порадовало состояние подготовки Верхневилюйского района. Немного хуже в Вилюйском районе. Но в целом личный состав готов к выполнению задач, техника исправна, боевой одеждой и снаряжение обеспечено в полном объеме. В 2025 году подразделения осуществили 157 выездов на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе на ликвидацию последствий ДТП, поиск людей, а также на буксировку автомобилей и другие виды помощи населению. Было задействовано 520 человек личного состава и 139 единиц техники. При этом спасено 80 человек, в том числе 31 ребенок. На первом месте это создание комфортных условий для работников противопожарной службы Республики Саха-Якутия. Мы в текущем году подписали с муниципальными образованиями, такие как Кангаласский, Сунтарский, Вилюйский улус, по строительству пожарных депо. В текущем году мы уже каркасы здания и фундамент уже построили и планируем закончить в 2026 году. Работа по предупреждению пожаров продолжается и в новогодние дни. В настоящее время проводится профилактическая операция «Новый год». Стартовала она с 10 декабря, продлится по 11 января 2026 года. Особое внимание уделено местам массового скопления людей, жилому сектору, а также местам, где предусмотрено использование пиротехнических изделий. Марфирина Алексеева, Айлита Махно, Якутск. Служба спасения Якутии подтвердила обнаружение фрагмента ракеты «Союз-2.1Б» в Вилюйском улусе. Топливный бак был локализован в лесистой местности группой Павла Алексеева во время экологического мониторинга. Специалисты уже отобрали пробы снега для проверки уровня радиации в месте падения. Падение обломка произошло после успешного старта с космодрома «Восточный» 28 декабря. За траекторией спуска могли наблюдать жители ближайших населенных пунктов. Так, на космодроме «Восточный» состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1Б», которая вывела на орбиту первый якутский спутник – малый космический аппарат «Чолбон». Это первый опыт участия в Якутии в космических проектах с собственной разработкой. Проект реализован командой воспитанников Малой академии наук республики и образовательного центра «Сириус». Ожидаемая продолжительность активной миссии – 3 года. Уточняется, что в ближайшие недели якутские школьники и студенты получат возможность загружать собственные программы на спутник и проводить оригинальные эксперименты в условиях космоса. Находится ракета-носитель «Союз-2.1Б». В ней находится малый космический аппарат «Чолбон», который разрабатывался командой моих учеников целых долгих 5 лет. С 2020 года они начали этот путь 2020 года. Я и Юрий Николаевич неустанно их поддерживали в их начинании. Я рад, что мы наконец дошли до стартовой позиции.
Будем наблюдать за нашим полетом нашего спутника. Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая проводит крупные учения вокруг острова Тайвань. Как заявил Ши, официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОК, это серьезное предупреждение сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня. Сейчас на месте наши коллеги из телеканала CGTN наблюдают за происходящим с острова Пинтань, самой близкой к Тайваню точки на материковой части Китая. Я нахожусь на острове Пиндан, провинции Фудзянь. Отсюда до порта Синджу на острове Тайваня всего 126 километров. Это самый ближайший к Тайваню район материковой части Китая. Сегодня силы Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая начали учение под кодовым названием «Справедливая миссия 2025 года вокруг острова Тайваня». По сообщению НОАК, учение проходит в районе Тайванского пролива, а также к северу, юго-западу, юго-востоку и востоку от острова Тайвань. Это является серьезным предупреждением силам, которые выступают за независимость Тайваня, и внешним силам, которые вмешиваются во внутренние дела Китая. Также это законы необходимые действия по защите государственного суверенитета и территориальной целостности страны. Данный маневр имеет ключевые особенности. Например, высокая скорость организации и развертывания учений вооруженных силам Китая. 17 декабря администрация США объявила о продаже Тайваню оружия и военной техники на сумму более 11 миллиардов долларов, что стало крупнейшим в истории сделкой по поставкам американского вооружения Тайваню. Более того, администрация Тайваня во главе с Лай Цзинде активно сотрудничает с внешними силами, в массовом порядке закупает вооруженные, подрывая мир и стабильность в Тайванском проливе. 26 декабря в МИД КНР заявили, что любые провокации, переходящие красную линию по тайванскому вопросу, встретят решительный ответ со стороны Китая. Спустя несколько дней эти военные учения были оперативно начаты, что в полной мере демонстрирует способность НОАК находиться в постоянной боевой готовности, быть готовы к действию в любое время и одержать победу. И стоит отметить, что в этом году отмечается 80-я годовщина освобождения Тайваня от японской оккупации и возвращения острова к Китаю. Это важное достижение победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. Принцип одного Китая широко признан в международном сообществе. Тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая и не допускает какое-либо внешнего вмешательства. Как ранее заявили официальный представитель Министерства обороны Китая Чжан Сяокан, каждый раз, когда силы, стремящиеся к независимости Тайваня, совершают провокацию, Народно-освободительная армия Китая предпринимает очередной шаг по наращиванию давления, пока задача воссоединиться к родине не будет достигнута. Продолжая подводить итоги уходящего года, стоит вспомнить и реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В рамках программы реализуются ключевые инициативы, которые уже меняют качество жизни местных жителей и открывают новые перспективы для развития всего региона. Один из ярких примеров – Ленский район, который сегодня без преувеличения можно назвать территорией масштабных преобразований. Подробности далее. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, дорожники Якутии с поставленными задачами на этот год справились. Нацпроект, который мы знаем не понаслышке, пополнился новой инициативой. Теперь в нормативное состояние приводятся улицы малых городов с населением свыше 20 тысяч человек, включая Ленск. Сформированы пятилетние планы, в рамках которых 85% улично-дорожной сети за ближайшие 5 лет будет приведено в норматив. Это в среднем более 28 километров. И далеко не секрет, что автомобили уже давно не роскошь и не просто средство передвижения, а важнейшая часть экономики нашего региона. Транспортное сообщение объединяет самые отдаленные населенные пункты и способствует развитию торговли и промышленности. И как первую ласточку, так скажем, реализовали проект капитального ремонта участка дороги Нюйская-Чапаева. Вот, с учетом водоотведения, та лужа, которая там всегда была, ее, к счастью, теперь не будет. И осенние дожди это показали. Вот сумма общая софинансирования у нас была 32 миллиона, согласно проектно-сметной документации и госэкспертизе, что обязательным требованием является. Обслуживание городских дорог – один из приоритетных пунктов, который имеет особое значение. Ведь исторически Ленск образовался благодаря развитию транспортного сообщения между Мухтуей и столицей Алмазного края городом Мирный. И до сих пор считается городом шоферов. Качество дороги с каждым годом становится все лучше и лучше.
Работы ведутся очень хорошо. Асфальт, ну, как сказать, лучше становится намного. Есть какие-то пожелания? Ну, пожелание, чтобы еще лучше стали дороги. Как по прямой бы постоянно ездить, там ям таких особо больших не было. А так все очень хорошо. Пусть улица Чапаева, Нюйская отремонтирована, ну, то есть на ура. В дальнейшем хотим, чтобы отремонтировали улицы центральные города Ленска. Ну, чтобы можно было водителям, ну, то есть нормально кататься по дороге. А вот пожелания жителей будут реализованы уже в следующем году. На 2026 запланировано увеличить темпы работ. В плане стоит 4 улицы. По Центральной и Пионерской уже готова проектно-сметная документация. Впереди госэкспертиза. Также запланирован ремонт улиц Якутской на участке от Победы до Орджоникидзе и участок улицы Дзержинского от Якутской до Пролетарской. Такая мера должна существенно повысить безопасность и комфорт передвижения для жителей одной из крупнейших промышленных агломераций республики. Надежда Саханская, Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Новогодние каникулы, время отдыха, но забота о здоровье не уходит на паузу. В праздничные дни поликлиники Якутска продолжат работу по специальному графику. Подробнее в сюжете далее. Чтобы медицинская помощь оставалась доступной в период выходных для жителей, в поликлиниках Якутска заранее сформированы графики работы и дежурные бригады врачей. С 31 декабря по 11 января городские поликлиники будут работать без выходных. В новогодние выходные поликлиника будет работать ежедневно. В праздничные дни, каникулярные дни с 9 до 4:30. Обеспечен прием пациентов, также вызыван на дому, если нет возможности подойти на прием к дежурным врачам. Дежурные врачи меняются у нас каждый день, у них есть свое расписание. И у них все подготовлено для приема пациентов. Неотложная помощь, детская помощь, травматологическая помощь, они все обеспечены с 9 до 4:30. Медики отмечают, что в период новогодних праздников традиционно увеличивается количество обращений с простудными заболеваниями и обострениями хронических болезней. Врачи также напоминают, праздничные застолья требуют особого внимания к образу жизни и питанию. На праздничные выходные рекомендую всем воздержаться от чрезмерного потребления алкоголя, так как безопасной дозировки алкоголя не существует, это миф. А также следить за питанием пациентам, особенности с хроническими заболеваниями ЖКТ, особенности по отношению к готовой пище. Еда, которая хранится в холодильнике более 48 часов, считается уже небезопасным. Особенно пища, содержащая кисломолочные продукции, это салаты, майонез и так далее. Для удобства жителей вся актуальная информация поликлиник будет доступна через единый контакт-центр здравоохранения. Уточнить расписание и задать интересующие вопросы можно по номеру 122. Даяна Федорова, Нургун Старостин, Якутск. Рост числа студентов с детьми – новый вызов для вузов. В СФУ за этот год открыли уже вторую комнату кратковременного пребывания в общежитиях. Это не замена детскому саду. Здесь царит среда свободной игры и социализации для детей. Подробнее в сюжете Софии Мельниковой. Эти кадры не просто отчет об очередном открытии. Это подтверждение, что социальный проект СФУ работает и продолжает расширяться. Вторая по счету группа для детей и студентов появилась в общежитии номер 18, а в основе целевая субсидия Министерства науки и высшего образования. Мы давно ожидали открытия кратковременного пребывания ребенка в комнату. И действительно для нас в преддверии Нового года это очень большая радость. Вот дети уже зашли в комнату, оттуда уже не хотят выходить. И это показывает то, что для них это очень радостный момент. Но самая важная оценка не в цифрах грантов, а в отзывах, для кого это все затевалось. Для Кни Орловой, которая уже 10 лет живет в общежитии с 3 детьми, эта комната стала настоящим спасением. По ее словам, в этом году университет стал активнее помогать семейным студентам. На самом деле не было такого пространства, что могло позволить собираться семейным студентам с детьми. Очень хорошо, что мы застали это время и сможем собираться здесь со студентами. Мы очень рады и благодарим от всех семейных студентов администрацию СФУ, что
в этом году очень активно стали помогать. Помещение оборудовано по принципу развивающего центра. Здесь по большей части акцент лежит на интерактиве. Творческие станции, настольные игры, наборы для рисования и разные игрушки. Открытие такого пространства мы уже хотели открывать с 2019 года. Это пространство для развития тоже студенческих семей, а также бесперебойного продолжения учебы для студентов. Тут игрушки развивательные и так далее. Университет сейчас решает сразу две задачи: поддерживает молодых родителей и создает новые точки роста. Его главная задача не просто дать знания, а создать условия, в которых эти знания можно получить. София Мельникова, Джулстан Иннокентьев, Якутск. В Мирном успешно завершились первые курсы по изучению якутского языка и культуры народов Саха. На протяжении 3 месяцев жители разных возрастов погружались в изучение языка, осваивая его грамматику, лексику и традиции. Участники курсов отмечают, что обучение дало им возможность лучше понять культуру и обычаи якутского народа. Организаторы курсов уверены, что такие инициативы способствуют сохранению и популяризации родного языка. Курсы будут продолжены и в новом году, и все желающие смогут вновь присоединиться к обучению. Мы пытались брать такие базовые знания, которые им пригодятся в жизни. Уникальность наших уроков тем, что мы создаем интересное событие в каждом уроке, чтобы они приходили каждый раз с каким-то ожиданием. Понятно, что взрослые идут за знаниями, а детям привлекательно, что есть какие-то сюрпризы, какие-то квизы, игры, какие-то мастер-классы, да? Ни на день не прекращается работа по сбору и отправке гуманитарной помощи землякам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Волонтерские движения Нерюнгринского района своим примером показывают, как важно помогать своим близким людям. Накануне в Нерюнгри прошел новогодний благотворительный концерт в поддержку бойцов на СВО. Подробности у наших коллег. Сегодня мы сплотились вокруг одной цели, вокруг общей победы. Вспоминая ту великую победу, которая была 80 лет назад, у нас будет еще одна великая победа, и она будет очень скоро, мы в это верим. Районный благотворительный концерт, посвященный закрытию Года защитника Отечества в России, года 80-летия Великой Победы, года защитника Родины в Республике Саха-Якутия, был организован силами волонтерского движения «Зов Севера». В мероприятии приняли участие лучшие исполнители и творческие коллективы Нерюнгринского района. Ребята, у нас там на сегодняшний день очень много заявок, которые нужно отработать. Это и беспилотники, и булаты. То есть все это нужно нам купить и приобрести для ребят. Лекарства. Вот на это и тратятся, собственно говоря, все эти деньги. Организаторы подчеркнули, что подобные мероприятия помогают не только собрать средства на поддержку бойцов, но и объединяют общество вокруг идеи единства и взаимопомощи. Конечно, мы решили не упускать такую возможность и поблагодарить присутствующих у нас в городе, в районе сейчас бойцов СВО, которые сейчас приехали на лечение, кто-то в отпуск, кто-то на Новый год. И раз уж есть такая возможность, и она тематически связана с годами, мы решили ее использовать. Перед концертом в Центре культуры и духовности была организована ярмарка местных предпринимателей, все вырученные средства от которой были переданы волонтерскому движению «Зов Севера». А силами Нерюнгринского штаба движения «Юнармия» была организована выставка армейского снаряжения и оружия разных эпох. Мы всегда с «Зовом Севера», мы всегда помогаем именно в любом проявлении. И на Новый год поздравляем детей и родителей, да, воинов, которые на СВО. Мы всегда помогаем, как тимуровцы, какую-то помощь. Сейчас не могли отказать. Мы выставили выставку оружия. Очень много людей, детей пришли, им понравилось это было очень интересно. И мы будем продолжать, и, скорее всего, в следующем году мы хотим сделать эту выставку перевозную по всем школам, чтобы все дети увидели, как были вооружены наши предки. И музей СВО мы хотим, на следующий год обязательно мы сделаем музей СВО, который будет перевозной, и мы хотим показать по всем школам.
Все собранные средства от продажи билетов с благотворительного концерта «Мы вместе», а это более 250 тысяч рублей, направлены на помощь и поддержку нерюнгринцев, участников специальной военной операции. Иван Лазаренко, Андрей Гаянов, Нерюнгри. Глава Ленского района встретился с коллективом танцевального спортивного танца «Румба», который недавно вернулся с очередных соревнований с высокими результатами. Александр Черепанов поздравил ребят и художественного руководителя заслуженными наградами, вручил воспитанникам клуба сладкие подарки в преддверии Нового года. Встречи с воспитанниками танцевально-спортивного клуба и его руководителем Татьяной Самохиной в преддверии Нового года стали уже хорошей традицией. Поводом послужили очередные достижения на республиканском турнире по танцевальному спорту. Во время разговора ребята рассказали Александру Черепанову о своих успехах. Наши крайние соревнования прошли в городе Якутске, первенство Якутска. Там мы выступали и заняли 3 вторых и 1 первое место. Руководитель клуба Татьяна Самохина поделилась с главой достижениями уходящего года. Начиная с 2025 года ребятишки у нас были на учебно-тренировочных сборах в городе Геленджике. 14 дней тренировались, старались. Затем выехали на первенство России, Голубев Александр и Муратова Валерия. Затем детки у нас поучаствовали в плеяде соревнований в городе Москва. Все соревнования у нас очень урожайные. Для этого мы стараемся, работаем. Александр Черепанов отметил высокий профессионализм ленских танцоров и их трудолюбие. Воспитанники клуба регулярно выступают и добиваются высоких результатов в соревнованиях различных уровней. Вы, ребят, молодцы. Отстаиваете честь и имидж нашего района на международных, российских, республиканских соревнованиях. Мы, в свою очередь, конечно, тут будем максимально вас поддерживать, потому что мы видим результаты налицо. Достаточно большой в этом году урожай кубков и побед. Глава района отметил, что поддержка детей в различных направлениях будет продолжаться. Так, сегодня подписано распоряжение на пошив костюмов на сумму 500 тысяч рублей. Руководитель клуба «Румба» выразил благодарность районной администрации за участие в воспитании и развитии детей. В завершении встречи Александр Черепанов вручил спортсменам сладкие подарки. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.